Каждую неделю на телеканале БСТ загорается красная кнопка. Мы не боимся резких вопросов и прямых ответов, ведь только в споре рождается истина. С вами Евгений Романов. Здравствуйте. Итак, по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» до 2024 года не менее половины всех дорог республики должны быть приведены в соответствие с федеральными стандартами. Дороги должны быть качественными и безопасными. Так ли это на самом деле? Как относиться к ямам, отсутствию разметки, остановочных карманов и прочим недочетам? Разберемся прямо сейчас. Сегодня наша тема – это безопасность на дороге. Я представляю вашему вниманию, уважаемые телезрители, наших спикеров сегодня. Справа от меня Рустем Баязитов, председатель Совета общественного проекта «Безопасные дороги», доцент авиационного университета. Рустем Байронович, здравствуйте. Азамат Таепов, заместитель руководителя управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Азамат Фавильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, позиции наших спикеров сегодня несколько сходятся. Рустем Байронович считает, что наши дороги небезопасны. В общем-то, и это, да, никого не удивляет. Но самое интересное, что и Азамат Фавильевич считает, что наши дороги небезопасны. Но с небольшой оговоркой, да, что делается все для того, чтобы они были безопасными. Для вас, уважаемые телезрители, звучит вопрос у нас сегодня следующим образом. Считаете ли вы наши дороги безопасными? Отвечайте «да», «нет». Графики будут на экранах отображаться. Я напоминаю, уважаемые спикеры, у вас будет лимит на выступление ваше. Я нажимаю на красную кнопку, если лимит превышается. Также подводим после каждого вопроса индекс вашей популярности в ходе выступления. Ну, все правила, в общем-то, понятны. Не первый раз сегодня у нас в программе. Поэтому давайте начнем. Смотрите прямо сейчас. Постепенно снижается смертность, уменьшается количество мест концентрации ТП. Коррупция, некачественное проектирование, низкое качество строительных материалов. Наши дороги в любом случае продолжают оставаться крайне опасными. Такая самая актуальная проблема тоже – бульвар Ибрагимова. Там эти ямы, они находятся еще с того лета. Лето, осень, зима, до сих пор эти ямы. То есть виновата не весна и не снег. Если вы сейчас видите любой самосвал и видите, что он везет, это в любом случае нарушитель. Итак, первый вопрос. 3 года остается для того, чтобы привести все дороги у нас к федеральным стандартам, нормативам. А как мы сейчас, получается, живем, да? Что у нас не менее половины будет. И какова ситуация на данный момент с дорожной инфраструктурой? Кто начнет? Давайте я начну. Ваша первая минута. Евгений, я немного хотел сказать, что не менее не половины дорог республики должно быть в нормативе, а не менее половины дорог регионального межмуниципального значения должно быть в нормативном состоянии. В 2017 году республика вступила в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Данный проект показал за 2 года его реализации. 17. Да, за 17-18 год проект показал свою реализацию, показал хорошие результаты. Соответственно, правительством было принято решение о трансформации в национальный проект, и уже чтобы этот проект реализовался на всей территории Российской Федерации. То есть, грубо говоря, у нас этот проект, национальный проект с 2019 года, приоритетный проект с 2017 года. В национальный проект, кроме Уфимской агломерации, которая была в приоритетном проекте, также входят дороги Стерлитамакской агломерации и дороги регионального межмуниципального значения. По агломерациям хочу сказать, что до конца 2024 года не менее 85 дорог, которые включены в состав агломерации, должны находиться в нормативном состоянии. Дожить бы еще до этого дня. Так? Постараюсь все-таки вернуться к сути вопроса. Несмотря на принимаемые системные меры, на колоссальный действительно объем проведенной работы, наши дороги в любом случае продолжают оставаться крайне опасными. Если смотреть главный критерий – это смертность на дорогах, то мы сейчас находимся на уровне развитых стран. То есть мы на 500, на 600% по этому показателю проигрываем таким странам, как Великобритания, Франция, Германия. Я не говорю уже о Швеции. Почти 500 погибших в прошлом году на дорогах республики. Есть, конечно, безусловно, и субъективные, и объективные факторы. Ну, самым главным фактором, наверное, все-таки я бы назвал это человеческий фактор. Это зависит в первую очередь от нас. Это то, что вот здесь, и то, что вот здесь у нас в голове. Мы с вами продолжаем грубо, мягко выражаясь, игнорировать существующие законы и правила дорожного движения. Ну, это вы сейчас говорите про автолюбителей и пешеходов.
Это комплексный вопрос. И в первую очередь человеческий фактор, он присутствует и везде, и в строительстве, и в содержании. Пожалуйста. Да, я соглашусь с Рустемом Байроновичем, что у нас картина далека от идеальной, но, тем не менее, как говорится, цифром табло у нас ежегодно постепенно снижается смертность, уменьшается количество мест концентрации ДТП. У нас есть четкая программа, которая расписана до 2024 года снизить количество мест концентрации ДТП в 2 раза, а смертность, по-моему, в 3,5 раза. И также есть программа на уровне правительства Российской Федерации, разрабатывается программа о Zero Vision, то есть нулевая смертность, так вот, как сказал Рустем Байронович, Швеция. Соответственно, мы движемся по этой программе. Все сразу охватить невозможно, нереально, но мы как бы все делаем то, что у нас запланировано в программе. Ну, скажите, а вот я посмотрел в интернете перед подготовкой к программе 10 причин, почему у нас в России плохие дороги. Давайте сейчас начнем, может быть, это обсуждать. 10 причин. Первая причина – это коррупция. Как у нас обстоят дела с этим, на ваш взгляд? Рустем Байронович. Будучи специалистом по технологии транспортных процессов, я не берусь говорить о коррупции. Это общеизвестный, конечно, фактор присутствует, но не берусь давать оценку. Ну хорошо, смотрите. Коррупция, некачественное проектирование, ремонт дороги и его отсутствие, низкое качество строительных материалов, нормативная документация, ненормативные нагрузки, недостаточное финансирование, география, отсутствие системного контроля. Ну и крупные города. С моей точки зрения, их факторов намного больше. Проще, наверное, сгруппировать их в группы. Первое, это, все-таки я останавливаюсь, это человеческий фактор на всех этапах дорожно-транспортной инфраструктуры. С транспортом, с дорогами, с людьми. Второй фактор, это дорожная сфера. Третий фактор – это природно-климатические условия, существенный фактор. Ну, география, да? География, да, гидрологическая ситуация, природная ситуация, можно об этом чуть попозже поговорить. Отсутствие современных инновационных технологий, ну и, соответственно, все-таки, наверное, необходимость принятия организационных и правовых норм. Это по группам. Минуту у вас. Ну, насчет географических климатических условий, да, есть такое, то есть у нас очень часто переход через ноль, туда-сюда в течение зимы, осень, но ведь не только зима. У нас. Ну, страны с нормальными дорогами, где тоже есть перепад через ноль. Тем не менее, насчет некачественных материалов хочу сказать, что при производстве работ обязательный материал проходит строгую сертификацию, то есть не сертифицированный материал не может быть применен на дороге. Если это выявляется, соответственно, материал заменяется. По поводу работы подрядчиков. Если в процессе ремонта дороги, строительства дороги выявляется нарушение, соответственно, подрядчик за свой счет устраняет выявленные нарушения. То есть государство за это работы ни копейки не платит. Другое дело, как он это делает, да, качество этих самых ремонтных работ? По итогам есть лаборатория, конечно, лаборатория уже, соответственно, делают вырубки, все это смотрится на предмет соответствия тем или иным нормативам ГОСТам. Рустем Байронович, последняя минута. Все-таки я остановлюсь на человеческом факторе, потому что это 95% всех дорожно-транспортных происшествий. Дорожники виноваты, обслуживающий персонал транспортных предприятий, люди. Мы продолжаем злостно игнорировать правила дорожного движения. 4 миллиона нарушений в прошлом году, 18 тысяч водителей в нетрезвом состоянии, 2000 с лишним людей, которые осуждены судом за повторное управление. Мы продолжаем не уважать других участников дорожного движения. Каждый третий пешеход из погибших – это пешеход. И в том числе мы их давим на пешеходных переходах. Мы безалаберно относимся к своим детям. Мы своим примером показываем. Большинство пострадавших детей пострадали по вине взрослых. Непристегнутые ремни, отсутствие удерживающих кресел, отсутствие светоотражающих элементов фликеров. Наше негативное поведение и наш пример. Это вкратце то, что касается человеческого фактора. То, что касается дорожной инфраструктуры, Каждый год у нас весной одна и та же картина происходит, да. Вот мы все знаем Комсомольскую нашу улицу, да, которую начали ремонтировать, и она сейчас стоит. Я сам был участником разговоров, когда обсуждался проект. То есть проект прошел государственную экспертизу, а вынос коммуникаций в проекте вообще не было. То есть отдельно делался уже потом. То есть тоже человеческий фактор.
не сделали проект, госэкспертиза просмотрела это. Что это, коррупция, не коррупция, но это должно быть, наверное, следствие выяснять. В том числе вот вчера вышла новость, то, что на разметке у нас в Уфе 7 миллионов украли у нас с вами, то есть еще раз, значит, мы заплатим за эту работу, эта работа не проведена, но 7 миллионов ушли. Каждый год мы слышим, что у нас перекладывается дорога в аэропорт. Опять-таки, подрядчик должен за свой счет гарантийный срок в 5 лет это делать за свои собственные средства. Но я знаю, что ежегодно отторговывается этот участок, опять-таки из наших налогов. Ну да. Спасибо. Вот кроме Комсомольской, других улиц, такая самая актуальная проблема тоже, бульвар Ибрагимова. Хотя нам обещали его отремонтировать в этом году, но пока не отремонтировали. Почему он не поддерживается в нормальном состоянии? Там эти ямы, они находятся еще с того лета. Лето, осень, зима, до сих пор эти ямы. То есть виновата не весна и не снег. Да, что далеко ходить? Салаватка сейчас просто, она как будто бы вся волнами пошла. А дело в том, что мы именно на бульваре Ибрагимова учим своих учеников ездить, обучаем вождению. И чему мы их учим? Объезжать ямы. Готовите к действительности, может быть, это даже хорошо? Человеческий фактор очень важен в плане чего, потому что мы выпускаем на дорогу сейчас с последними изменениями в сдаче экзамена людей, которые в принципе не готовы для этого. Сейчас практически все автошколы будут настроены на то, чтобы человек просто сдал экзамены, теоретическую часть и маршрут, который, может быть, кто-то подскажет ему, как поедут люди. А в связи с этим мы потом на дорогах получаем вот это вот количество ДТП, некачественное вождение, опасные ситуации, какие-то аварийные ситуации. И выпустите того ученика, который только вчера сдал экзамен, и выпустите его на Салаватку, выпустите его на Ибрагимова, там, которые говорят. Он будет немножко шокирован, и вследствие чего приведет к аварийной ситуации. Он будет шарахаться этих ям, он будет шарахаться этих рельсов, которые на Ибрагимова так обильно у нас, да? Давайте с простого начнем, да? А кто ломает наши дороги? Мы все их, условно говоря, знаем, да? То есть, мы уже говорили, что у нас некачественные материалы, да? Но подождите, посмотрите, у нас сейчас вот эти все великие наши стройки, да? Вот у нас сейчас Восточный проезд начнет ломать наши дороги. Мы же всех их прекрасно знаем, да? То есть у нас отсутствуют посты весового контроля. У нас убрали мы передвижные посты весового контроля, да? То есть мы же как привыкли по весне. Раньше мы все знали, как кто ломает дороги. Это весной, они там разбиваются, тут дурилку, коррупционеры рассказывали дуракам о том, что это вот весной все происходит, да? Теперь федералы говорят, да ерунда, это все, не надо перекрывать, только самые коррупционные регионы уже себе оставляют, это, значит, весеннее осушение дорог, да? Эту легенду. Да, эту легенду, что это кому-то какая-то польза есть. Это обычная коррупционная, условно говоря, составляющая, там, штрафовать их, там, бегать за ними и стричь капусту, да, то есть это обычный сезон. Но дело-то ведь не в этом, а не только в весенний сезон, получается, да, ведь здесь у нас, ладно, сейчас вот посадили там, или там только приняли там 8 человек на постах весового контроля, да, то есть там какой-то порядок. Ради Фаридович, помните, пришел, говорит, ой, надо по порядочку навести. Как бросились они наводить порядок с большегрузами. Ну, представьте, да у нас дороги все рассчитаны там, условно говоря, 9-12 на ось. А у нас спокойно наши же предприятия, уфимские, закупают тоннары, да китайцев покупают, которые с 56, он сам весит. Ну, вдумайтесь, он общим весом 56 тонн. Да? И мы сейчас это пускаем. Это карьерный самосвал раньше называлось. Никто их никогда не пускал, никогда не пускали на дороге до общего пользования. У нас же спокойно. Вы представьте себе ситуацию настолько дичайшую. То есть, если вы сейчас видите любой самосвал и видите, что он везет, это в любом случае нарушитель. В любом случае. Но, мало того, мы не можем не проверить его, не оштрафовать. И чаще всего, не то что чаще всего, у них всех есть крыша. На сайте дальнобойщиков печатают прайсы проезда через башкирские через наши посты весового контроля. Вдумайтесь. И сейчас мы умудряемся, и сейчас, вы думаете, мы стали развивать транспорт, который подвозить будет песочек, допустим, по воде? Нет, мы не развиваем. Мы покупаем сейчас, уже сейчас, в данную секунду, идут разговоры о следующих покупках, следующих большегрузных самосвалов, которые не рассчитаны на уфимские дороги.
Насчет коррупции ничего не скажу, добавить не могу, но насчет пункта весового контроля. В прошлом году на дорогах республики установили 3 автоматических пункта весового контроля, которые измеряют параметры большегрузов в автоматическом режиме, то есть без участия человека. И также в текущем году планируем установить еще 10 таких пунктов весового контроля. То есть основные направления республиканских дорог будут перекрыты. Возьмем проспект Салавата Юлаева. Прекрасная артерия, которая была проложена, в принципе, которая выручила наш город очень сильно. И сейчас выручает. Север, да. Но что происходит сейчас? Буквально на днях, если ехать в северном направлении от тоннеля до Бельского моста, то есть до монумента Дружбы, в правой крайней полосе 13 провалов. Не считая мелких, которые на второй или в третьей полосе и так далее. Что дальше будет с этой артерией? Без нее город захлебнется. Ну, я в этом году, если честно, впервые вижу такое, что действительно там газельки эти бедные, груженные, они подпрыгивают чуть ли не до самого моста. Машину может выбросить в сторону, да. Водитель может вильнуть. А это сразу же страйк на все 4 полосы. Да. Кто-то может прокомментировать, что у нас с Салаваткой творится? Нет? Как эта проблема решается? А подрядчики, между прочим, должны за свои деньги устранять то, что они начубучили. В рамках гарантийного... Да, давайте возьмем вот нашу дорогу там. Ну, Салаватка там проехали по Уфа аэропорт. 700 тысяч мы каждый день. Мало кто знает об этой истории, да? Мы каждый день платим за нее 700 тысяч на ремонт. Каждый день. Я не оговорился. То есть мы можете умножить те 2 миллиарда, плюс еще, вот Паш посчитал, этот человек высчитал, сколько стоит каждый день, во сколько нам обходится только ремонт. Мне звонят мои друзья-дорожники и говорят: Кобзев, ты очень много пишешь про там вот эту дорогу там и прочее. Посмотри, сейчас ее вскрывают. Там работает прокуратура или нет? Вскрывают места, которые провалов, да? Там вот такой щебень, раз. В других... Это что означает вот такой щебень? Толщина щебня выдавлена, понимаете, да? И мало того, фракция щебня не соответствует той фракции, которая на вот этой дороге должна быть. А вы как определили? Вы специалист? Это мне дорожники позвонили, все фотографии приложили, прислали мне, говорит, посмотри, почему там провал. И там действительно, во-первых, само полотно дороги, да, во-вторых, толщина вот этого полотна. И самое интересное, там просто грязь, ребят. Там вот это вот, условно говоря, камни вот это, щебень же у него свои характеристики. И там просто грязь. И где вот эти люди, которые до этого там этот асфальт клали? Где это все? Далее в программе. У нас 30% улиц, которые не имеют вообще освещения. У нас в Уфе только 90% улично-дорожной сети не имеет ливневой канализации. Ну, то есть остановки я еще более-менее как-то вижу, да? А разметка вообще, это такое слово присутствует у нас в нормативной базе? За зимний период разметка стерлась. То есть мы с вами не можем уже нанести весной. То есть мы должны ее внести с наступлением теплого периода. Недочеты, ямы, отсутствие разметки. Меры достаточно жесткие в отношении должностных лиц. Меры? Штрафы от 20 до 30 тысяч рублей. В отношении юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. Второй вопрос, перейдем. Вы начнете с подрядчиков, а вообще звучит так вопрос. Дорожная инфраструктура, разметки, светофора, остановки. Да, почему у нас такое плачевное состояние? Какие замечания остаются на данный момент? Что с этим делать? Вопрос ясен? Ясен. Азамат Фавильевич, вы тогда начинаете про подрядчиков. Почему они не ремонтируют? Почему у нас такое плачевное состояние на Салаватке, на Ибрагимова? Ну вот, комментируя слова высказывания господина Кобзева, хочу сказать, что подрядчик в рамках ремонта, он меняет только покрытие, верхний слой покрытия. В рамках ремонта он не заходит глубже. Если есть факты, как говорится, если щебень превратился в грязь, да, там, у щебня есть своя истираемость, то есть он есть свой срок службы. Подождите, но, насколько я понимаю, гарантийный случай, допустим, да, и человек, который строил эту дорогу, должен просто исправить. Неважно там какое, верхнее покрытие, нижнее покрытие. Салаватку когда строили?
Ну вот, да, вопросы. Да. Когда, То есть я уже не помню, там каждый год что-то делают. Нет, каждый год меняют слой покрытия. И меняют не на всей ремонтируют. Салаватке, то есть меняют участками. То есть на один и тот же участок в 4 года подрядчик не Это заходит. вот тот самый ремонт по гарантии. Совершенно. Если в течение 4 лет образуется некачественный ремонт, соответственно, подрядчик за свой счет приходит и делает. Это не значит, что мы за это деньги платим. То есть это в рамках гарантийного случая. А про то, что... А в итоге да. Про то, все продолжите. Ну что там у нас с Салаваткой? Когда ее построили, не помните, Рустем Байронович? Помню, был проект, ныне действующий телеканала «Вся Уфа», там «Герой нашего времени», в 2004 году этот проект строительства автодороги, вот это Салават-Юлаева, да, занял первое место там на этом. Ну, понятно, это впервые, когда построили. Номинации, да. А вот самое свежее покрытие, кто отвечает-то за это все? Я не буду комментировать качество выполнения работ. Корректно, чтобы это комментировали все-таки те, которые проводили экспертизу, и тот, кто принимал эту работу. Единственное, конечно, из объективных причин, конечно, соглашусь с Владимиром о том, что вообще это проект 80-х годов, проспект Салават-Юлаева. И здесь строили и проектировали, конечно, под другие весовые нагрузки тогда. Это сейчас 10-12 тонн, тогда это все 6-8. Да? То есть это то, что я говорю, старая нормативная база. Это объективные вещи. А то, что недобросовестное качество выполнения работ, ну, это объективная сторона, это уже отдельная тема для разговора. Азамат Фавильевич, продолжайте. 2 минута у вас. Да, ну, вернемся, как говорится, к вопросу, который вы задали. Инфраструктура, дорожная разметка, светофоры, остановки, переходы, разметка. Ежегодно на это дело выделяются средства, то есть в рамках территориального заказа на всех дорогах регионального межмуниципального значения центральная осевая разметка наносится термопластиком. При ремонте дорог в городах... Можно я вас перебью? Ну, то есть остановки я еще более-менее как-то вижу, да, на общественном транспорте передвигаемся. А разметка вообще, это такое слово присутствует у нас в нормативной базе при строительстве дорог? У каждого элемента есть срок своей девается? службы. Она стирается, она просто стирается. Ну, нет, просто давайте исходить из того, что она должна быть. Она должна быть. Пусть она стирается, пусть она там из термопластика будет, но она просто должна быть хотя бы. Ночью по некоторым дорогам невозможно ехать. За зимний период разметка стерлась. То есть мы с вами не можем уже нанести весной. То есть мы должны ее нанести с наступлением теплого периода. Ну да, мы не можем, но если образуется яма, допустим, 2-метровая посреди дороги, мы ее можем, не можем, мы ее убираем. А здесь примерно та же история. Ну, на самом деле, может быть, нет смысла зацикливаться только на разметке. Это один из подтверждающих. Пожалуйста, конечно. На самом деле, с моей точки зрения, и многие соглашаются, что ситуация, на самом деле, конечно, аховая, то, что касается дорожной инфраструктуры. Вот посудите сами. Ну, мы говорим о том, что на межмуниципальных дорогах мы должны подойти к нормативу в 50%. То есть мы признаем, 50% дорог не соответствует. У нас 30% улиц, которые не имеют вообще освещения. У нас в Уфе только 90% улично-дорожной сети не имеет ливневой канализации. Вы только вдумайтесь в это. Это при сложнейшем и значимом факторе гидрологическом. Вода не уходит, остается на дороге. У нас недостающих дорожных знаков количество исчисляется десятками тысяч на наших дорогах республики. Разметка – это порядка 15% от улично-дорожной сети. То есть это вообще ситуация крайне сложная. И давайте не будем говорить, лукавить о том, что мы моментально наведем порядок. Нам просто не хватит денег сейчас на это. Знаков обгон запрещен. Мне кажется, у нас в республике чуть-чуть побольше, чем в других регионах. Я вот путешествия знаю. Да, пожалуйста, последние минуты. Соглашусь с Рустемом Байроновичем. Да, у нас действительно наблюдается хроническая недофинансированность отрасли. То есть, исходя из тех данных, которые есть близлежащих наших субъектов, не будем озвучить, у них на километр дороги выделяется рублей намного больше, чем у нас. Соответственно, данный фактор, он и влияет на качество, на безопасность, которая у нас творится с вами на дорогах. То есть, да, правильно вы сказали, что в моменте за раз невозможно все везде навести порядок. Но мы стараемся, мы делаем. В частности, допустим, скажу про освещение. В прошлом годах мы заключили договор по принципу КП КЖЦ, контракты жизненного цикла. То есть подрядчик сам строит и сам содержит данные участки освещения. Соответственно, и государство, республика в моменте не платит ему деньги, а растягивает данный платеж на определенное количество лет. Спасибо. И последняя минута.
закончу, наверное, все-таки по каким-то, по крайней мере, уложиться, хотя бы какие-то маркеры расставить, то, что дорожной инфраструктуры. Конечно, здесь можно говорить очень долго, но действительно ситуация такова, что, к примеру, мы не имеем все-таки организованного парковочного пространства. Да, у нас это крайне важно, особенно для Уфы. У нас катастрофически не хватает внеуличных подземных пешеходных переходов, несмотря на то, что это жесткое требование нормативных документов. Нам срочно нужно делать инвентаризацию автобусных остановок, потому что во многих городах, как вот мы выезжаем с общественными проверками, их просто физически нет. Кроме дорожного знака 5.16, больше ничего нет. Нужна целевая программа хотя бы точечно. Нам нужно локально работать по очагам дорожно-транспортных происшествий. Их просто нужно вылизывать. То есть хотя бы выбирать те места, которые наиболее опасны, и целенаправленно работать по ним. Потому что мы не сможем охватить, конечно, все. К сожалению, это реалии. Безусловно, стоит отметить, что данная программа приносит свои плоды. Количество мест концентрации неуклонно снижается с каждым годом, но хочется отметить, что цель программы все-таки приведение в соответствие всей дороги. А вся дорога подразумевает под собой не только дорожное покрытие в виде асфальта, но и все технические средства организации движения, установленные на ней. То есть это освещение, это дорожные знаки, это разметка. Это барьерное, пешеходное ограждение. Ну, еще можно много-много да хотя бы яму убрать с дороги. Для начала, просто чтобы их не было. Вопрос ям не решает другие проблемы. Есть у нас проблемы с наездами на пешеходов связанные. Ну, возможно, если бы была разметка, да. Нет, дело не в разметке. Если пешехода загнать на пешеходный переход, и не дать ему перейти дорогу в неположенном месте, то он дойдет до пешеходного перехода. Ну, вы сейчас как-то регистрируете все эти, да, недочеты, ямы, отсутствие разметки. Как-то реагирует вообще на вашу деятельность, на вашу работу? Или зарегистрировали, ну и ладно, что там. Я могу сказать, что при выявлении недостатков улично-дорожной сети со стороны ГИБДД применяются меры административного воздействия в отношении лиц, ответственных за содержание автомобильных дорог. Ну, кто строил дорогу, да? Кто прокладывал? Кто строил, кто содержит. Содержит. Меры достаточно жесткие в отношении должностных лиц. Меры? Штрафы от 20 до 30 тысяч рублей, в отношении юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. Да, хотел небольшой экскурс в историю. То есть где-то 2015 год был депутатом городского совета, и нам на заседании городского совета мэр, тогда Елалов, говорил, что где-то около 90%, если я не ошибаюсь, не соответствует нормативным требованиям городских дорог. То есть, соответственно, тут бюджетный кодекс включается. То есть Гостранс не может финансировать дороги, которые не соответствуют нормативам. То есть и каждый год вот эта борьба на грани, как говорится, вот это коррупции и незаконных действий. Но это вот это на происходило. Законодательном уровне? Это, наверное, да, тут можно и регулировать на законодательном, но это, говорю, все это в кабинетах тихо как-то регулировалось. Но я хочу сейчас уже вернуться к сегодняшней ситуации, потому что они же строились, то есть ненормативно изначально, как-то на них деньги выделялись, тогда люди это пропустили. Опять человеческий фактор, коррупция и так далее. Вот два приема провел на этой неделе в Уфимском районе, то есть там построился большой поселок Шамонино, да, ближайшие деревни остались, и были без школ, и сейчас ходят в школу в Шамонино. Соответственно, дети, вот как раз то, что предыдущий оратор сказал, дети идут по дороге, где нет ни остановок, ни разметки даже пресловутые, ни тротуаров. То есть вот это сейчас происходит, такая ситуация аварийная, ежедневно, ежечасно создается. И администрация района и республики, наверное, должна тоже обратить на это внимание. Вот, если реально говорить, мы прекрасно все понимаем, что это настолько большой, сложный, комплексный вопрос, что его невозможно так быстро решить. Нет панацеи. Но самое главное, мы же должны понимать, мы сейчас говорим о безопасности дорожного движения, и мы должны вычленить какую-то главную цель. Поэтому мы все-таки говорим о смертности и о влиянии на смертность, снизить смертность на дорогах. Хотел бы узнать, какое количество пешеходов было оштрафовано, например, за переход в неположенном месте. Вот за этот год, допустим, да? Где у нас статистика, да? Ладно, этот вопрос я задал. У меня другие вопросы, допустим, да? То же самое. Ведь когда мы говорим про инфраструктуру дорожную и прочее, да, смотрите, как получается, если уж про смертность заговорили. У нас с вами эти ларгусы левые ездят
на горнолыжку, как здрасте, мама, не горюй, да? Без лицензий, без документов. Чуть что случись, они все говорят, нет, мы частники, случайно вот взяли попутчиков, да? Вы говорите, что это сложно и ни в один день не решить. Да некоторые проблемы, вот эти смерти, можно убрать щелчком пальца просто. Но любой госслужащий вам скажет, мы рейды проводим, Рейды. мы ларгусы выявляем, мы трудимся, Как эти у нас рейды? есть план, мы работаем по нему. Эти рейды у нас, они у нас прописаны, да, провести 5 рейдов и проверить, условно говоря, тормоза на этих китайцев. А все остальные, весь остальной миллиард китайцев, да, китайских самосвалов, естественно, имеется в виду. Он как ездил, так и ездит, и никуда не девается. Есть доля правды в словах господина Кобзева, но мы все с вами ограничены нормами законодательства. То есть мы не можем выйти за пределы законодательства. Те же самые, да, мы поставим службы весового контроля передвижные, да, на въезде в Уфу, на въезде в крупный город, там город Стерлитамак, но есть такая проблема, то что сотрудники службы весового контроля не имеют права останавливать водителей этих автомобилей. То есть водитель автомобиля может просто не остановиться на требовании сотрудника. У них нет таких полномочий. Соответственно, эту проблему, вот, да, в частности, надо решать комплексно. У нас город Уфа имеет 5 заездов основных в город. Если с 5 сторон поставить автоматические высокогабаритные ворота, вот вся проблема, которую вы сейчас обозначили, она решится одномоментно. Далее в программе. Реально беспредел просто на дорогах. Они все покрываются ямами, как вот по заказу. Была дорога в более-менее нормативном состоянии. Муниципалитетами, собственники дорог, проводится ежегодный ямочный ремонт. Нужен обязательно ситуационный центр, который будет мониторить и управлять дорожным движением. У нас сколько рассказывают про городскую электрическую, которая там уже 10 лет, там я сам ездил с неоднократно с разными мэрами, главами республик, ничего не меняется, только одни сказки нам рассказывают и ничего не меняется. Итак, уважаемый спикер, ваше предложение по повышению качества и безопасности дорог. Кто? Хорошо, давайте я начну. Предложений на самом деле очень много, поэтому, повторюсь, я их сгруппирую по блокам. Первый – это нормативно-правовая база совершенствования, то, что мы говорим сейчас. Очень много нужно нормативных документов и правовых совершенствовать. Первое, как бы мы это ни хотели, как бы это не было популярным, нужно ужесточать наказание. Ну, сравнительно там с мировыми трендами, да, мы очень существенно отстаем в наказании. То есть я имею в виду величина. В любом случае, конечно, нужно удалять порог толерантности при изменении скорости, потому что практически половина дорожно-транспортных происшествий, так или иначе, они связаны с превышением скорости. Да. Вот, нужно существенно менять строительные ГОСы. Ну, к примеру, нужно убирать тросовые ограждения, которые существуют у нас на дорогах, потому что они, по сути, смертельны для мотоциклистов. Нужно изменять требования к мотоциклетной экипировке и так далее. Спасибо. То есть здесь... Первая минута. Вернусь к предыдущим словам моего оппонента. Да, надо работать с людьми. То есть большинство ДТП происходит из-за человеческого фактора. То есть необходима пропаганда. С самых малых лет необходимо прививать детям, школьникам соблюдать правила дорожного движения. Потому что дети, они смотрят на родителей, где родитель перебежал на красный свет, они также нас с вами повторяют, копируют. То же самое, почему папе можно, а мне нельзя, то же самое побежал. И вот вам результат ДТП. Надо, профилактика в школах. Профилактика в школах, в детских садах прививать, не знаю, заниматься пропагандой. Спасибо. В существующих непростых условиях, конечно, актуальны будут действенные и, самое главное, недорогие мероприятия. Да? Поэтому я говорю о том, что нужно внедрять как можно больше инновационные решения. Нам нужен обязательно ситуационный центр, который будет мониторить и управлять дорожным движением. Рустем Байронович, вот каждый год нам говорят про какой-то инновационный асфальт. Мы вот в новостях показываем, буквально каждую весну он у нас появляется. Но ситуация почему-то не меняется.
Нет, асфальт, который изготавливается методом объемного проектирования, он сейчас используется. Но насколько он качественный, конечно, это мы увидим чуть-чуть попозже. Нам в любом случае, то, что касается инновационных технологий, нужно внедрять интеллектуальную транспортную систему. Нам нужно оптимизировать транспортные потоки. Нам нужно дополнительно вводить камеры видеофиксации, расширять их функционал, чтобы наказывать не только за превышение скорости, но и за другие. То, что касается автомобилей, это нужно внедрять нам алкотестеры. Нам нужно в обязательном порядке внедрять электронные пастухи. Автомобилисты, которые нас смотрят. Вот, Рустем Байронович, у нас тут дырки такие в асфальте, а он нам алкотестеры. Ну, а что делать? 18 тысяч пьяных ежегодно. Это только тех, кого мы ловим. Я с вами согласен. Азамат Фавильевич, как реагировать на то, что вот каждую весну у нас одни и те же проблемы с дорогами? Что с ними делать такое, чтобы хотя бы не было такого, вот, понимаете, реально беспредел просто на дорогах? Они все покрываются ямами, как вот по заказу. Я наблюдаю, что многие дороги, они построены по принципу, ну, как-то вот так, волнообразности. По способу построены. Казалось бы, ты построй дорогу, вот, чтобы скатывалась вода. Не будет набираться вода, не будет перепада через ноль вот этой проблемы, потому что вода будет уходить. Но этого не происходит, нигде не видно. Новая дорога, там, Салаватку ремонтируют, я уже вижу, где скапливаются лужи, я уже знаю, что там будет дыра точно. Немного вернусь к вашим словам про инновационный асфальт. Это метод объемного проектирования. Он, не соглашусь с вами, он показал себя с хорошей стороны. То есть на тех участках дорог, где ремонт был применен с применением данной технологии, негатива не наблюдается, то есть ненорматив не наблюдается. Ну, нет, это ясно. Это у нас ожидание и реальность. Мы такие, вот у нас есть. Насчет ям на дорогах, да. Они появляются с приходом весны, ямы появляются, то есть открывается снег, ямы появляются. Еще раз повторюсь, все охватить невозможно. Соответственно, чтобы была дорога в более-менее нормативном состоянии, муниципалитетами, собственники дорог, проводится ежегодный ямочный ремонт. Все ямы фиксируются, все это в открытом доступе, все ямы оцифровываются и проводятся. Судя по тому, сколько у нас сейчас ям хотя бы в городе, охватывается только 10% дорог где-то. Ну, сейчас же мы с вами не сможем сделать. То есть надо подождать, пока растает полотно, пока температура будет положительная. Так, последние минуты, да, Рустем Байронович, по-моему? Да, последние. Да. Единственное вот только то, что хочется сказать много, но не успеваешь. Нельзя решить проблему с дорогами только дорожными какими-то мероприятиями. Все это в комплексе связано. И с автомобилями, и с людьми, и с применением новых... С чего-то начать же надо. Начинать нужно с того, что, как бы ни говорили, что все-таки уменьшает смертность. Если говорить про инновационные технологии, конечно, нужно, кроме того, что я сказал, нужно разгружать транспортные потоки. Это вводить систему альтернативного транспорта, это, наконец-то, реанимировать общественный транспорт, вводить систему каршеринга, которая очень хорошо себя показала во многих городах мира. Все-таки внедрять инновационные технологии в части устройства ограничения скорости, тех же алкотестеров и так далее. Ну, непопулярные меры, но кроме этого не обойтись. Как бы негативно там не звучало то, что я говорю, но, к сожалению, для того, чтобы принять меры, нужно понимать все-таки, что нас тянет, что нас держит. И понимать, что из этого нужно делать в первую очередь, а что второстепенно. Спасибо. Последняя минута. Да, соответственно, Рустем Байронович прав, надо применять непопулярные меры, связанные с алкотестерами, потому что действительно у нас очень много пьяных на дороге. Это вот, как говорили, 18 тысяч, это только тех, которые мы поймали, а тех, которые мы еще не зафиксировали, которых мы не выявили, которые скрылись с места ДТП. Соответственно, все это в комплексе приведет наши дороги к безопасным дорогам. Сейчас я говорю за безопасность. Сейчас, когда говорят про дорожную инфраструктуру, говорят про асфальт, разметку, дорожное ограждение, светофоры, освещение. Но на этом дорожная инфраструктура не заканчивается. Вот если мы говорим про инновационные решения, Рустем Байронович совершенно правильно говорит, у нас абсолютно практически отсутствует информационное обеспечение дорожного движения. У нас нет автоматического анализа транспортных потоков, чтобы понять, где у нас образуются пробки, например. У нас нет возможности сейчас у людей
как 4 года назад сфотографировать яму, оцифровать ее, отправить, чтобы ее по-моему, вылечили. есть на сайте администрации Уфы. По отзывам пользователей, пользователи фотографируют одну и ту же яму исправно, с интервалом. Это было в прошлом году, в этом году это все исправлено. Ну, давайте посмотрим, сейчас доживем. Я надеюсь очень, что это исправлено. У нас львиная... что у нас направлено на безопасность движения на федеральном уровне? Это, например, программа «Эра ГЛОНАСС». Да? Программа «Эра ГЛОНАСС» не работает без сотовой связи. У нас нет проектов по развитию, расширению покрытия сотовой связи на дороге республики. То есть, чтобы вы понимали, у нас хорошо, если 30% площади реально имеет хорошую сотовую связь. То есть дорога Уфа-Белорецк, Уфа-Учелы, они все на слуху. То есть там авария случилась, все, связи нет, помощь ты не вызовешь. Опять-таки, «Эра ГЛОНАСС» не сработает. Операторам сотовой связи невыгодно ставить там базовые станции, они не окупаются. Нет абонентов, да. Нет абонентов, то есть вот эта программа как-то должна финансироваться, наверное, с точки зрения Госкомитета по транспорту, не знаю, правительства, кого-нибудь. Ситуационный центр, про который Рустем Байронович говорил, насколько я знаю, какие-то шаги в этом направлении предпринимаются. Я вот про федеральные трассы могу сказать. Они, когда сейчас реконструкция М5 идет, там ставится табло переменной информации, камеры, система измерения трафика, и все это будет анализироваться, сводиться в единый центр вот по этой дороге. Но нам-то ведь надо такую систему по всей республике предусматривать. У нас федеральных трасс километраж, конечно, большой по республике, но основная часть у нас дороги местного, регионального, муниципального значения. И по этим дорогам такие программы не работают. То есть даже просто знаки переменного значения скорости. Хорошо, поступила информация с метеостанции установленной, да, такое тоже можно сделать, что обледенение. Давайте на участке, где это обледенение возможно, скорость допустимая снизится с 90 по Сейчас знаку у каждого до 70. в машине в современной есть возможность обледенения. Будьте осторожны. Думаете, кто-то смотрит на это? У меня в машине такой нет, возможно, у меня не самая современная машина. Но было бы неплохо, на самом деле, и автомобилистам сделать приложение с доступом к такой геоинформационной системе, чтобы по GPS, по координате человеку выдавалось это предупреждение. Более того, у нас же есть университеты хорошие, крупные, которые занимаются цифровизацией, авиационной, нефтяной, Башгу. Я не знаю, чтобы к нам с такими вопросами заходили. Мы, как эксперты, как специалисты по информационным технологиям, готовы такие вопросы решать. По транспортным потокам, по теории массового обслуживания, что туда же относится. Вот. Слушайте, это все замечательно просто, но это из разряда, мне кажется, прекрасно и далеко. Мы не можем трехбальный шторм на Салаватке как-то выгладить, выровнять, а вы говорите про применение инновационных современных технологий. Давайте сначала научимся просто делать так, чтобы у нас дороги были. Были. Извините, а дальше уже, спасибо я верну за ваш комментарий. Федеральные трассы, они этим оснащаются. Значит, не такое далеко. Ямочный ремонт, это, наверное, замечательно. Вообще великолепно. Это умные светофоры, пропаганда правил дорожного движения. Но, наверное, ямы на дорогах создают сам транспорт, его количество точнее. Если мы его количество транспорта в личном пользовании будем уменьшать, а увеличивать именно общественный транспорт. У нас сколько рассказывают про городскую электрическую, которая уже 10 лет, я сам ездил неоднократно с разными мэрами, главами республик, ничего не меняется, только одни сказки нам рассказывают, и ничего не меняется. То есть общественный транспорт в будущем, только он может нас спасти от какого-то транспортного коллапса и от самих качества дорог, условно говоря. Я рад, что у нас есть первый диалог, началась работа профилактическая. Думаю, все будет отлично. Ну что ж, спасибо, уважаемые спикеры, дорогие друзья, за ваше мнение. Также сегодня мы обсуждали тему безопасных и качественных дорог, которая вроде бы до 2024 года должна исправить ситуацию на наших дорогах и городских, и республиканских. Я благодарю за ваше экспертное мнение. Надеемся, что еще раз увидимся в нашей программе. Итоги голосования. Считаете ли вы наши дороги безопасными? Вы, уважаемые телезрители, сейчас видите на своих экранах. А на этом программа «Красная кнопка» завершена. Увидимся через неделю. Всего доброго.